Рахмон и Путин открыли в Таджикистане русскоязычные школы. Глава МИД Таджикистана и России проведут переговоры в Москве. Рахмон и Гутерреш провели переговоры второй раз за неделю. Успешный боксер Таджикистана поборется за титул чемпиона мира. Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и России Владимир Путин 1 сентября открыли по видеосвязи 5 школ в Таджикистане, где обучение будет на русском языке. Трансляцию вела медиа-платформа «Смотри». Путин поблагодарил Таджикистан за укрепление русского языка в республике. Все эти важные инициативы были бы невозможны без заинтересованного внимания со стороны руководства Таджикистана, со стороны президента. Хотел бы выразить за это искреннюю признательность президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону, всем нашим таджикским друзьям и коллегам, и особенно поблагодарить их за помощь и поддержку в сбережении и укреплении позиции русского языка в Таджикистане, сказал Путин на церемонии открытия. Путин пожелал ученикам открывшихся школ хороших оценок, успехов в учебе, самореализации и новых открытий. Как известно, в Конституции Республики Таджикистан за русским языком закреплен статус языка межнационального общения. В 2020 году в рамках Совета глав государств Содружества было принято решение об объявлении 2023 года годом русского языка. Мы договорились принять дополнительные меры по поддержке и развитию русского языка. В целом, хотел бы подчеркнуть, что Таджикистан заинтересован в дальнейшем развитии всего комплекса культурно-гуманитарных контактов с Россией. В этой связи правительство Таджикистана нацелено принять необходимые меры для расширения взаимодействия образовательных, научных и исследовательских учреждений двух стран, в том числе в области подготовки научных и педагогических кадров, сказал Эмомали Рахмон. Он выразил уверенность, что родители и школьники искренне рады такому подарку ко Дню знаний. Школам присвоены имена героев и деятелей культуры России. Школа в Душанбе по предложению российской стороны названа в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Российская школа в городе Бахтар присвоена имя Михаила Ломоносова, Худжанская названа именем Антона Чехова, в городе Турсунзаде имени Дмитрия Менделеева и в городе Куляб Константина Ушинского. Министр иностранных дел Таджикистана Сираджудин Мухридин 5 сентября посетит с визитом Москву и проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. 5 сентября министр иностранных дел Республики Таджикистан посетит нашу страну с официальным визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоится в преддверии национального праздника Таджикистана Дня независимости. Напомню, он отмечается 9 сентября, сказала дипломат. По словам Захаровой, особое внимание на переговорах будет уделено торгово-экономическому, культурно-гуманитарному сотрудничеству, обороне, безопасности, миграционной политике, подготовке кадров, совместными мерам биобезопасности, включая эпидемиологические вызовы и информационной безопасности. Дипломат подчеркнула, что министрам предстоит обсудить реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе последних контактов президентов России и Таджикистана. Состоится обмен мнениями по актуальным региональным международным проблемам, включая ситуацию в Афганистане. В рамках визита планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел наших стран на 2022-2023 годы, добавила Захарова. Нынешнее состояние и перспективы взаимодействия Таджикистана и ООН обсудили по телефону 1 сентября президент республики Эмомали Рахмон и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Стороны обсудили устойчивое развитие, обеспечение мира, стабильность и региональную безопасность, сообщает об этом пресс-служба президента. Также обсуждал ситуацию в Афганистане, вопросы, связанные с укреплением границы Таджикистана с этой страной и продолжением оказания гуманитарной помощи афганскому народу. Хотелось бы подчеркнуть, что это уже вторая такая беседа Рахмона и Гутерреша за последнюю неделю. Предыдущий телефонный разговор состоялся 26 августа. Тогда тоже говорилось о том, что международное сообщество должно продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана и не оставлять его в одиночестве в нынешних сложных условиях.
Таджикский профессиональный боксер Шавкатджон Рахимов 29 октября проведет бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации во втором полулегком весе против британца Джозефа Гордина. Об этом сообщает пресс-служба уральской промоутерской компании, с которой у таджикского боксера заключен контракт. Рахимов в этом весе уже боксировал на титул чемпиона мира по версии ИБФ 13 февраля прошлого года. Тогда его соперник, американец Джозеф Диас, потерял пояс, а по итогам 12 раундов боя была зафиксирована ничья, и пояс так и остался вакантным. Всего на счету Рахимова 17 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 16 побед.